Здравствуйте! Привет вам из Босны и Герцеговины. Меня зовут Медана Анджела, мне 17 лет. Я учусь в общеобразовательной гимназии Светозар Чорович Любине, Республика Српская. В школе изучаю русский язык в качестве иностранного. Благодаря моей преподавательнице Гокич Галине Робертовне русский язык стал интересен для меня. Сегодня я вам представлю отрывок из книги Петра Николаевича Краснова «Тихие подвижники. Венок на могилу неизвестного солдата императорской российской армии». Молитва в сердцах этих простых русских людей всегда соединялась с понятием о России. Точно, Бог был не везде, но Бог был только в России. Может быть, это было потому, что у Бога было хорошо, а хорошо было только в России. А скорее потому, что чувствовала русская душа, что благодать Божья только во святом православии. В Венгрии, в одном поместье, где работало 400 человек пленник, сестре после осмотра ею помещений и обычных бесед подошло несколько человек, и один из них сказал: «Сестрица, мы построили часовню. Мы хотели бы, чтобы ты посмотрела ее, но не суди ее очень строго. Она очень маленькая. Мы хотели, чтобы она была русской, совсем русской. Мы строили ее из русского леса, выросшего в России. Мы собрали доски этих ящиков, которых нам посылали посылки из России. Из них построили себе часовню. Мы давали последнее, что имели, чтобы построить ее себе». Было крещение. Сухой, ясный, морозный день стоял над скованными полями. Жалкий и трогательный вид имела крошечная постройка, 5 шагов в длине и 3 шага в ширине, одиноко стоявшая в поле. Бедна и не затейлива была ею архитектура. Но когда сестра вошла в нее, странное чувство владело ею. Точно из этого ящика дыхнула светлым дыханием великая в страдании Россия. Точно и правда русские доски принесли с собой русский говор, шепот русских лесов и всплески и журчание русских рек. «Когда нам бывает очень тяжело, — сказал один из солдат, — когда из России душа соскучится, захотим мы, чтобы мы победили, чтобы хорошо было царю-батюшке. Пойдешь сюда и чувствуешь то, что в России пошло. Вспомнишь деревню свою, вспомнишь семью». Солдат и сестра сели возле часовни. Почему-то сестры вспомнили славу Спасителя, сказание им по воскресению из мертвых: «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Не погибнут эти люди, не может погибнуть Россия, пока в ней есть такие люди, думала сестра. Если мы любим Бога и Отечество больше всего, и Бог нас полюбит, и станет нашим Отцем и нашим Богом, как есть Он Бог и Отец Иисуса Христа. Сестра, как умела, стала говорить об этом солдату. Он молча слушал ее, и когда она кончила, он ей сказал: «Сестрица, споем «Отче наш». Спели 3 раза, просто бесхитростно, как поет молитву Господню. Солдат в воротах казалось, что это было не в Венгрии, а в России, не в плену, а на свободе. В стороне стоял венгерский офицер, наблюдавший за пленных в этом поместье. Он тоже снял шапку и молился вместе с русскими солдатами. Провожая сестру, он сказал ей: «Я венгерский офицер, раненый на фронте. Когда вы молились и плакали с вашими солдатами, я плакал. Когда теперь так много зла на земле, и эта ужасная война и голод, я вдруг увидел, что есть небесная любовь. И это меня тронуло, сестра. Не беспокойтесь о них. Я теперь всегда буду относиться и сквозь то чудное чувство, что я пережил сейчас с вами, когда молился и плакал».
Не се порежа.